Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В этом году мы отмечаем столетие ТАССР. В разные годы в республике этот день был полным как ярких событий, так и трагических моментов. Так, 24 января 2024 года газета «Известия» ТАТЦИК вышла двумя экстренными выпусками. На первых полосах слова «Умер Ленин». О смерти вождя пролетариата в печати сообщили лишь спустя 3 дня после случившегося. В этот же день в Казанском университете почтили память Ленина и повторно просили присвоить вузу его имя. Ну а мы вернемся в наши дни. Вот какие события произошли сегодня. Достижения и проблемы. Одним из наиболее серьезных вызовов в системе остается коррупция. Что с медициной Татарстана? Детали изучил Дмитрий Аренин. Угроза заражения. Ее знобить начала, и температуры не было. Главное, сразу спросили, температура есть или нет. Почему Роспотребнадзор усилил контроль пассажиров из Китая, расскажет Ленар Гинатуллин. Национальные проекты работают на снижение смертности на дорогах. Аэропорты ждет большое обновление. Необходимо проанализировать причины достаточно низкой оценки населением организации транспортного обслуживания. За счет чего в Татарстане будет повышаться качество дорог и какие задачи перед Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики поставил Алексей Песошин, услышал Сергей Хайдаров. Опасный путь до школы. Было несколько ситуаций, то, что сбивали уже детей. Почему родителям и детям так сложно переходить улицу Рауиса Гареева, разбиралась Зарина Ахметова. Все показатели по национальному проекту здравоохранения в минувшем году в Татарстане выполнены. Об этом сегодня сообщили на коллегии Минздрава. Одно из главных достижений – продолжительность жизни увеличилась, превысив 74 года. Вместе с этим есть ряд проблем. Нужно наладить бесперебойную поставку лекарств и побороть приписки и коррупцию. Что для этого предлагают, узнал Дмитрий Аренин. Новинка минувшего года – первичная передовая медицина стала еще ближе к татарстанцам. По республике поехали 4 такие мобильные поликлиники. Они посетили треть районов республики, и в них прошли обследования 18 тысяч человек. В этом году это начинание решено продолжить и охватить уже все районы. Это сегодня анонсировали на коллегии Минздрава. Хочу от имени всего медицинского сообщества, от имени жителей сел и районов выразить слова благодарности президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за принятое решение в приобретении мобильных комплексов. Уважаемые коллеги, аплодисменты. Аплодисментов заслуживает и то, что в минувшем году Татарстан успешно выполнил все показатели национального проекта здравоохранения. Так смертность снижается, продолжительность жизни увеличивается, превысив 74 года. Однако не все так радужно. Медикам нужно улучшить отношение к пациентам. Наиболее значимыми негативными факторами в оценке населением качества оказываемых медицинских услуг в 2019 году является долгое ожидание в очереди, отношение врача, отношение регистратуры, медсестер. Это те факторы, которые не требуют каких-либо значительных финансовых затрат для их устранения. Еще одна задача – выявлять болезни на ранней стадии. Для этого профессионально, а не формально проводить диспансеризацию. Рустам Нургалиевич Минниханов неоднократно подчеркивал необходимость обеспечения качества и единых стандартов диспансеризации, абсолютную недопустимость формального подхода, приписок при проведении диспансеризации. Чтобы побороть формализм, халатность и коррупцию, предлагают шире внедрять электронный документооборот и проводить ротацию среди руководства медучреждений. Одним из наиболее серьезных вызовов в системе остается коррупция. В 2019 году проведена ротация 13 руководителей. Усилена работа по снижению коррупционных рисков при направлении граждан на медико-социальную экспертизу. Проблема, к сожалению, пока остается нерешенной, о чем свидетельствуют уголовные дела. Общий посыл и итог встречи врачей не останавливаться на достигнутом. Так, с этого года в республике стартует новая президентская программа по ремонту стационаров. За 5 лет в модернизацию планируют вложить более 17 миллиардов рублей. Кадры, что решают все, тоже будут увеличивать и усиливать. Больше врачей отправятся работать в отдаленные районы. Мы покидали города, шли по дороге, что указала нам судьба. Татарстан в нашем сердце. Дмитрий Аренин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
В аэропорту Казани ужесточили контроль за состоянием здоровья пассажиров из Китая. Число погибших от нового коронавируса уже возросло до 25 человек. Сотрудники санитарно-карантинного контроля 24 часа в сутки проверяют туристов, прилетевших международными рейсами. Наша съемочная группа сегодня вместе с сотрудниками Роспотребнадзора встречала рейс из китайской провинции Санья. В нашем аэропорту совершил посадку самолет рейсом. В зоне прилета пассажиров из Китая сегодня встречают первыми не родственники, а сотрудники Роспотребнадзора. Новый коронавирус из Китая важно остановить до его распространения, поэтому проверяют состояние здоровья каждого. Проверку начинают еще на борту. Уточняют у экипажа самолета, были ли жалобы от пассажиров. Оказывается, на этом борту были. Девочке стало плохо. Плохо это... Ну, ее знобить начало, и температуры не было. Главное, сразу спросили, температура есть или нет. Вот сейчас она там в самолете осталась, не знаю, что там. Все пассажиры проходят проверку дважды на борту и в зоне прилета. Замеряют температуру тела каждого, ведь это главный симптом заболевания. Тепловизор по принципу действия очень похож на обычный градусник. Он также замеряет температуру, но самое главное его преимущество – он это делает на расстоянии, не доставляя неудобства пассажиру. Если выявляем какое-то повышение температуры у пассажиров, немедленно вызывается специалист здравпункта аэропорта, который либо подтверждает, либо исключает инфекционное заболевание. В случае выявления каких-то признаков инфекционного заболевания пассажиры обязательно направляются в инфекционную больницу. Сейчас вирус начал распространяться по всему миру. Уже есть зараженные в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Тайване. Сегодня стало известно, что в Финляндии госпитализировали 2 китайских туристов с подозрением на коронавирус. Сами пассажиры, прибывшие из Китая, уверяют, что никакой вспышки вируса не заметили, но на всякий случай без масок не ходят. Все в масках. Ну, очередь есть, конечно, в аптеках за масками, а так спокойно все. Ну, конечно, но маски все равно не спасут. Даже если кто-нибудь чихнет, это бесполезно. Маску каждые 3 часа менять надо. А вылетающие в Китай сегодня с полной аптечкой. Противовирусные, эргоферон, мазь оксалиновая в обязательном порядке, полчемодана масок. Семья Кашаповых про вспышку новой пневмонии наслышаны, и несмотря на то, что вылеты в некоторые города Китая уже отменены, решили не отказываться от отдыха. Выбора другого не оставалось, потому что было куплено, а потом пошло-поехало. Пока мы общались с пассажирами, стало известно, что у девушки, которой стало плохо на борту, обычная ОРВИ. В Роспотребнадзоре сообщили, что пока случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено, но все же лучше воздержаться от поездки в страны Восточной Азии. Ленар Гинатуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Проконтролировать, чтобы все перевозчики погасили долги по налогам и проверить, почему на транспортные компании жалуются пассажиры. Такую задачу сегодня Министерству транспорта и дорожного хозяйства поставил премьер Алексей Песошин на итоговой коллегии. Сейчас долги транспортных предприятий перед бюджетом 500 миллиарда рублей. Как их будут возвращать и за счет чего снижать смертность на дорогах, расскажет Сергей Хайдаров. Еще до начала расширенного заседания коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства понимаешь, почему это мероприятие проводится именно в Казани-Экспо. Ну какая еще площадка могла бы принять такое огромное количество людей? Как прямо сейчас объявляют, до мероприятия остаются считанные минуты, а пока все гости знакомятся с новинками российского автопрома. Общественный транспорт, КАМАЗы, микроавтобусы, разработки в сфере безопасности. С новинками транспорта и дорог знакомится и Алексей Песошин. Вот, к примеру, система, фиксирующая ДТП и скорость самостоятельно. В зале сегодня транспортники, дорожники, главы районов. Речь министр начал с воздуха. В аэропорту Бегишева к концу года появится новый аэровокзал, а в Казанском планируют запустить новые рейсы. Продолжаются переговоры по открытию прямого сообщения между Казанью и Мюнхеном, а также Тель-Авивом и Ереваном. Дальше земля. Что касается дорог, то здесь удалось снизить смертность. В прошлом году потеряли 367 человек. Еще 5 лет назад цифра была в 2 раза больше. Стабилизируют ситуацию и меры в рамках национальных проектов «Безопасные дороги» и цифровые технологии. Активным противником, я хотел бы еще раз обозначить, системы непрерывного контроля дорожного движения, следует знать, что в повышении защищенности человеческих жизней она на сегодняшний день не имеет изъянов.
Как отметил министр, все жалобы на качество дорог и обслуживание принимают на портал «Народный контроль», и их становится все больше. Обратная связь с населением позволяет нам оперативно реагировать на вопросы дорожного содержания, ремонта автодорог, работы общественного транспорта. В 2019 году в системе опубликовано более 26 тысяч заявок. Вопросов больше стало к перевозчикам. На сегодня в республике 80 таких предприятий и 25 крупных транспортных компаний. На некоторые есть жалобы у пассажиров, говорит премьер Татарстана, и ставит задачу. Необходимо проанализировать причины достаточно низкой оценки населением организации транспортного обслуживания. Есть ряд районов, где особенно остро стоит этот вопрос. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по повышению качества перевозок. Еще одна претензия к перевозчикам – налоги. Некоторые их игнорируют. Долг перед бюджетом на сегодня 500 миллиарда рублей. Как вернуть эти деньги, теперь будут думать в Минтрансе республики. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ «Казань». Как жители Столбищ зарабатывают на близости к аэропорту, читайте в интернет-газете «Реальное время». Когда путь до школы опасен, родители жилого комплекса «Соловьиная роща» переживают за жизнь своих детей. Чтобы попасть на учебу, им нужно перейти дорогу на Рауиса Гареева, которая утром как одна большая трасса. По словам мам и пап, давно напрашивается светофор, ведь в микрорайоне и новая школа, и садик. Почему установка светофора так затянулась, разбиралась Зарина Ахметова. Такая картина здесь каждый день, начиная с 7 утра. Улица Гареева забита машинами. Водители спешат на работу, дети на учебу. Путь до школы – полоса препятствий. Потому отпускать ребенка в час пик одного родители не решаются. Днем видно, а детей вообще вечером в темной одежде вообще никого не видно. Ну и машины едут очень быстро. Да, страшно. Там иногда машина не останавливается. Тоже не пропускают, видели же. Не пропускают, нет, светофор нужен. Приходится прямо иногда вот так махать, чтобы они остановились. Только так, по словам Лилии Нагимовой, можно перейти дорогу. Темно, освещение слабое, а некоторые водители еще не проснулись. Нужны, мне кажется, лежачие полицейские, чтобы все-таки они притормаживали, ближе подъезжаю к пешеходному переходу. Не хватает, по мнению местных жителей, и светофора. Микрорайон застраивается. У каждой семьи по машине как минимум. Вот так выглядит участок на карте. На одной стороне новый лицей перспективы, 36-й детский сад. К ним ведут 3 пешеходных перехода. Неподалеку автобусная остановка. Насколько бы осмотрительными не были пешеходы, ДТП может произойти даже на зебре. Так и случилось. В сентябре здесь насмерть сбили женщину. Как говорят родители, под колеса автомобиля уже попадались и дети. Было несколько ситуаций, то, что сбивали уже детей на опасном участке дороги. Но я не знаю, что должно произойти, чтобы нас услышали. Ситуации на дороге обеспокоены и в школе. Проблема действительно существует. От родителей также были у нас письма в исполком нашего города. Также было обращение со стороны администрации нашего лицея. Как нам пояснили в мэрии Казани, установка светофоров на этом участке обойдется примерно в 5 миллионов рублей. Таких средств в бюджете нет. В связи с тем, что бюджет города Казани формируется по методике Министерства финансов Республики Татарстан, в соответствии с которой расходы капитального характера не предусмотрены, выполнить установку светофорного объекта по улице Гареева в районе лицея номер 186 в настоящее время возможности нет. Но дополнительные средства могут появиться, говорят в исполкоме столицы. Если так, то проблему постараются решить, пока она находится на контроле. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. В Татарстане расширяется сеть газозаправочных станций. Компания «Газпром» газомоторное топливо завершает строительство новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Альметьевске. Что это даст? Об этом далее. Это вторая газозаправочная станция «Газпрома» в Альметьевске. Она расположилась в центральной части города. Производительность почти 8 миллионов кубометров природного газа. 3 колонки могут единовременно обслужить 6 автомобилей. В сутки здесь могут заправиться до 400 единиц техники. Сейчас в городах республики в открытом доступе действует 17 станций группы «Газпром». Здравствуйте. 3-я до полного. Спасибо. С развитием инфраструктуры увеличивается и парк газомоторной техники. На природный газ перешли более 6 тысяч транспортных средств. Плюс, конечно, жирный то, что ты
меньше платишь за топливо. Езжу уже года 3, наверное, на метане. Очень даже выгодно. 50%, наверное, даже экономия. В 2018 поставил, 25 тысяч проехал на бензине, потом поставил, установил. После того, как я установил, по сравнению с бензином, я сэкономил 120 тысяч. Для дальнейшего расширения в Татарстане газозаправочной инфраструктуры проектируются новые станции в Нурлате и Заинске. Всего по планам компании «Газпром» газомоторное топливо рассматривается возможность строительства 7 объектов, в том числе в Казани, Набережных Челнах и на трассе М7 «Волга». Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Год платежом красен. Актуальным остается вопрос взыскания задолженности по оплате труда. Об итогах работы судебных приставов в республике Рамиль Галиулян. Их могилы нашли спустя 80 лет. Все сводилось к тому, что экипаж хоронили вместе, но это надо было доказать. С родственниками погибшего экипажа П-8 на открытии памятника увиделась Юлия Муратова. Их могилы нашли спустя 79 лет. Сегодня на Арском кладбище открыли памятник погибшим летчикам. В 1941 году их самолет П-8 потерпел крушение во время испытательного полета. Часть экипажа выжила, могила командира была сохранена, а об остальных 3 погибших сведений не было. Место их захоронения татарстанским поисковикам помог найти внук одного из погибших героев. Тему продолжит Юлия Муратова. 15 ноября 1941 года производился испытательный полет самолета П-8. Испытательный полет, который закончился катастрофой в самом начале Великой Отечественной. Спустя 79 лет на Арском кладбище открывают памятник погибшим при крушении П-8. Трагедия произошла осенью 41-го в Чувашии в районе станции Канаш. Причина до сих пор неизвестная. Тогда погибли 4 летчика. До недавнего времени было известно лишь, где похоронен командир экипажа Людвиг Немет. А вот захоронение оставшихся 3 героев поисковики обнаружили в этом году. Надо было найти могилы, где же они захоронены, остальные еще 3 человека. Все сводилось к тому, что экипаж хоронили вместе, но это надо было доказать. Подтвердить версию, что все захоронения рядом, помогли фотографии. Их сохранил внук погибшего Александра Лапко. Здесь похоронен экипаж и полностью. Эту могилу искали очень долго. Нашли ее буквально года 2 назад. И начали проводить мероприятия, чтобы установить памятную доску или памятник экипажу, чтобы увековечить память наших геройски погибших. В экипаже были и те, кому выжить удалось. Они спаслись на парашюте. Военпред Григоренко дезонтировался буквально вместе с падающими обломками самолета. За теми могилами, которые у нас есть, будут закреплены молодежные объединения. У нас есть акции, где и общественное объединение Отечества, и волонтеры Победы, и юнармия ухаживают за погребениями воинов Великой Отечественной войны. Как говорят поисковики, работа продолжается. К 75-летию Победы вернут из небытия новые имена. Юлия Муратова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Господдержка растет, но нужны еще льготы. Сегодня итоги минувшего года подвела Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств республики. На встречу приехали около 200 фермеров со всей республики. Объемы производств малых аграриев растут. Сейчас это около 20 миллиардов рублей. Или 10-я часть от всей продукции АПК. В минувшем году на развитие начинающих фермеров из бюджета выделили 250 миллионов рублей. Как рассказали на встрече сами фермеры, неплохо было бы ввести льготы на электроэнергию, ГСМ и упростить получение кредитов. Беспокоит также вопрос цен на свою продукцию. Вы, наверное, все поддержите о том, что почему на ту продукцию, которую мы производим, мы узнаем цену только от посредников. Вот посредники какую цену нам дадут, и мы начинаем поэтому реализовывать продукцию. Династии, которые посвятили себя фермерству и селу. Что их сегодня беспокоит и о чем они просят главного фермера республики? Подробный репортаж смотрите завтра в нашем субботнем выпуске новостей. 16 миллиардов рублей взыскали с татарстанских должников судебные приставы. Сегодня они подвели итоги работы за прошедший год. Больше 11 тысяч раз приставам пришлось арестовывать имущество. А 270 тысяч татарстанцев стали невыездными. Рамиль Галиулин о долгах и долге.
Каждую неделю по несколько раз в день. Так приставы наведываются к злостным неплательщикам. Если призывы к совести не помогают, то приходится конфисковывать имущество. Чаще всего татарстанцы идут к должникам по алиментам. Татарстанцы задолжали своим детям больше 2,5 миллиардов рублей. Взыскать удалось только 1/5 часть. Увеличилось количество лиц, привлеченных к административной ответственности, и составило 3005 граждан. Достигнута положительная динамика по количеству возбужденных уголовных дел о взыскании алиментов. Им возбуждено 991 уголовное дело. Сейчас в республике 20 тысяч должников-алименщиков. Большинство мужчин, каждый 8-й женщина, чаще не платят в городах. Из 100 производств 30 исполнительных производств – это лица, которые находятся в розыске. 25 граждан – это люди, ведущие аморальный образ жизни, уже не работающие. Масштабная работа по взысканию алиментов началась после поручения президента Рустама Минниханова в 2018 году. Тогда сумма долга достигла 3 миллиарда рублей. И сейчас эта задача номер 1. Если женщина, в данном случае в большинстве, не уверена в том, что в случае каких-то неприятий в семье не сможет обеспечить ребенка, то, естественно, как можно говорить о демографии? Почему проблему не удается искоренить? Спросили мы у казанцев. Наверное, сейчас безработных родителей очень много, поэтому, может быть, и денег не хватает. Просто избегает этого, не хочет отдавать. У нас вообще не очень принято соблюдать законы. Да, то есть, наверное, это все-таки дело совести, личное дело каждого. Налоги, штрафы ГИБДД и коммунальные платежи. Жители предпочитают не платить, а оказаться в списке должников. Приставы возбудили больше 1000 уголовных дел, взыскали 16 миллиардов рублей. Это на 4 больше, чем в 2018-м, и это при нехватке кадров. Мы отмечаем высокую нагрузку, с которой вы вынуждены работать. В 2019 году на исполнении находилось 2 миллиона 850 тысяч исполнительных производств. Нагрузка на одного судебного пристава исполнителя возросла и составила почти 6 тысяч исполнительных производств. Правительство просит усилить работу по взысканию заработной платы. Компании должны своим сотрудникам 87 миллионов рублей. В прошлом году приставам удалось добиться выплаты 162 миллионов, в том числе работникам фермы в Камско-Устинском районе. В конце декабря был наложен арест на имущество должника в виде зерна. В январе месяце запланируем реализовать данное арестованное имущество. Счет с реализацией арестованного имущества в полном объеме будет погашена задолженность работникам данной организации. Среди ключевых задач на 2020, как отметили на коллегии, более эффективная борьба с должниками. Рамиль Галиуль, Надель Мендубаев, ТНВ, Казань. 114 миллионов рублей за год принесли бюджету республики самозанятые. Их в Татарстане уже свыше 60 тысяч. Таксисты, риэлторы, парикмахеры чаще всего начинают вести свое дело официально. Работающих на себя больше в Казани, Челнах и Альметьевске. Для всех в течение года проходили обучение. Свою работу начал Центр самозанятых. Важно было и научить юрлица работать самозанятыми. В 2019-м не удалось реализовать программу финансовой поддержки тех, кто начинает свое дело. Создание условий для самозанятых остается задачей Минэкономики и на этот год. Чтобы самозанятым стали доступны те же самые меры поддержки, что и доступны сейчас для предпринимателей у нас в Республике Татарстан. Запущен специальный кредитный продукт. Он направлен в том числе на самозанятых. Сейчас банки данный кредитный продукт рассматривают. Больше 300 претендентов, 18 номинаций и только одно звание. Завтра в Татьянин день в Казани назовут имя студента года. Церемония пройдет в «Пирамиде». В этом году премия отмечает свой 25-летний юбилей. Победитель получит денежный приз и возможность обучаться в любом вузе мира. Напомним, студент года – конкурсный проект среди высших учебных заведений. Он проводится в Татарстане с 2004 года. Красота страшная, сила в эти минуты. В Казани идет финал республиканского конкурса «Мисс Татарстан-2020». 30 самых красивых девушек республики доказывают, что они самые грациозные, образованные и остроумные. Именно по этим критериям жюри оценивает красавиц. Сегодня им еще предстоит пройти блиц-интервью и продемонстрировать дефиле. И с нетерпением именно этого ожидает наш корреспондент Рамиль Шайдулин. Рамиль, добрый вечер. Поделись впечатлением, если можешь. Наверное, настал тот самый момент, когда я должен признаться, что я по-настоящему люблю свою работу. Ну а всем нашим телезрителям я бы посоветовал оглядеться по сторонам, увидеть, насколько много красивых девушек живет в Татарстане. Ну а самые красивые, конечно, выйдут сегодня здесь, на главную сцену «Мисс Татарстана»
Самые красивые, самые умные, самые грациозные, в общем, самые-самые и самые. Какие еще? Какой должна быть мисс Татарстана? Об этом мы спросили самих участниц. И давайте послушаем, что они ответили. Действительно, конкурс «Мисс Татарстан» очень знаменитый конкурс, очень именитый конкурс. И поэтому, я думаю, это большая ответственность соответствовать такому большому статусу, такому титулу. Мисс Татарстан должна обладать очень точными качествами красоты, доброты, милосердия. Требования к конкурсанткам все те же. Она должна быть красива, она должна быть во всех своих внешних проявлениях убедительна. И, в общем-то, конкурс старается выявить именно тех девушек, которые разносторонние, которые внешне привлекательные, которые харизматичные. И мы, как всегда, не разделяем на внешнюю или внутреннюю красоту. Красота либо есть, либо ее нет. Да, и неспроста лозунг конкурса «Мисс Татарстан» — торжество истинной красоты. Ведь уже в 22-й раз здесь оценивают не только красоту внешнюю, но и красоту внутреннюю, ум, грацию, изящество. Словом, много тех черт, которые не приобретаются просто так, над которыми работают долго и усердно перед тем, как попасть на главную сцену. 30 этих девушек прошли множество отборочных этапов ради всего одного момента, который случится уже скоро. Его продолжаем ждать и мы. А пока, Алексей, прощаемся с вами. Спасибо, Рамиль. Это было прямое включение с конкурса красоты «Мисс Татарстан». Далее о погоде. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всего вам доброго. Высыпаемся мы или не очень? Торопимся или едем не спеша? Все мы с радостью приходим на наш завод. Ведь это не просто работа, это наша жизнь. При этом мы обычные люди. Ну, почти обычные. Казань-Оргсинтез. Наша главная ценность – люди. В автоцентре марка Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры Акбарс Девелопмент. Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. Канавто на Минской возобновляет госпрограмму «Первый и семейный автомобиль». Обменяйте свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 155 тысяч 90 рублей. Особые условия на автомобиле «Лада» с ПТС 2019 года. Канавто 512 12 12. Васильевский шифаханасына юл тутабыз. Саф хауа, туклыклы ризык, күп төрле дәвалау алымнары. Тәүлегенә нибары 1490 сумнан. Барлык номерларга да 20% ташламалар. «Лада Веста» с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Здравствуйте! Очередной циклон спешит на европейскую территорию России и в предстоящие сутки будет хозяйничать и в нашей республике. О погоде через минуту. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой, по вашим размерам и со скидкой 20%. Тогда звоните в Данил Мастер 2 167 166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в субботу на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, без существенных осадков, вновь станет теплее, -6. Температура повысится и на северо-востоке республики. Тут синоптики обещают 3 градуса ниже нуля. На севере Татарстана, Багрызе, Менделеевске, Актаныши будет пасмурно, небольшой снег и до 5 мороза. В Арске, в Кукмаре, Балтаси облачно. Без осадков не обойдется и 3 градуса со знаком минус. Январь продолжает бить рекорды по теплу. И в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном днем всего 1 градус мороза. Выпадет мокрый снег. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также пасмурно, местами снег, температурный фон станет выше. В воскресный день вновь ожидается кратковременное похолодание, которое начнется уже во второй половине дня и к ночи значительно подморозит.
Жилой комплекс «Грин» от финского застройщика. 10 минут от проспекта Победы в Советском районе. Хорошая экология и чистый воздух. Квартиры от 2,5 миллионов. Звоните в ЮТ 233 0303. Мечты сбываются. Своя квартира от 2,5 миллионов рублей. Жилой комплекс «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 0303. В Казани будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Ночью ожидается около 7 мороза, днем температура повысится до -2. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, влажность воздуха 88%. В магнитном поле спокойно, но погодные процессы по-прежнему могут стать причиной простудных заболеваний. Берегите свое здоровье. На дорогах сохраняется сильная гололедица. На этом все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.